Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Якутии до конца мая. Начнут усиленно проверять торговые центры и места скопления людей. В Мирном учащиеся первой школы активно участвуют в экологических движениях. Расскажем о деятельности зеленых пионеров. Самое главное – это победа над собой. В постпредстве Якутии в Москве впервые сдали нормы ГТО. Режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции продлен на территории республики. Сообщается, что деятельность ночных клубов, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах, продлевается до конца мая. Между тем, с 1 числа для работающих граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, отменяется режим самоизоляции. При выходе на работу в очной форме они должны соблюдать масочный режим. К тому же работодатели должны обеспечить за счет собственных средств лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР или ИХ. Требования не распространяются на прошедших полную вакцинацию против коронавируса, а также переболевших COVID-19. Кроме того, усилит соблюдение санитарных мер в торговых центрах, кафе, ресторанах и местах скопления людей. Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев на заседании Координационного совета по предпринимательству. Он отметил, что непростая эпидситуация складывается в Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Также негативную тенденцию показывает и Алданский район, где впервые зафиксирован британский штамм коронавируса. Случаев выявления британского штамма COVID-19 становится больше, подчеркнул глава. Во время проверок особое внимание будет уделяться соблюдению масочного режима работниками, дезинфекции торговых и производственных помещений. Тем временем сотрудники прокуратуры Удачного проверили аптеки. Правоохранителям важно понять, есть ли на местных прилавках дефицит медикаментов. Год назад в это время из-за пандемии многие не могли купить антибиотики, противовирусные и другие лекарства. Как дела обстоят сейчас? Подробности у наших коллег. Здравствуйте. Исполняющий обязанности прокурора города Удачного Малышев Антон Андреевич. Как и многие покупатели, прокурор Удачного в аптеку пришел с бумагой. Но это вовсе не рецепт от врача. Уведомление о проверке. Продавец расписывается, значит осведомлен. В настоящий момент дефицита нет. По крайней мере, в моей аптеке дефицита нет. Ну, было, да, такое? Было, конечно. У нас антибиотиков не было, орбидола не было. Мы просто ругались по этому поводу. Прошлой весной и жители ругались. Звонили журналистам, писали в соцсетях. А как сейчас с ассортиментом? Можно даже заказывать. У них же, они берут даже под заказ. Ну, во время ковида было, да. Антибиотиков не было. А сейчас? Сейчас, не знаю, давно не было. Я даже скажу больше, не то что нехватка, и цены как бы в 3 раза накручивают, 2-3 раза. Но я все понимаю, что север, как бы всему должен быть предел. Как бы я, допустим, не столько получаю, чтобы втридорого покупать лекарства. За накруткой цен сотрудники прокуратуры тоже следят. В среднем в аптеку с проверкой наведываются 2-3 раза в год. Прокуратура города, в том числе сегодня также мы зафиксируем цены на лекарственные препараты, потом проведем расчеты и по итогам, если будут выявлены нарушения, соответственно, примем меры реагирования. То есть есть определенная какая-то базовая ставка плюс коэффициент, да? Да, есть определенная, да, закупочная цена и потом по итогу и по цене, которую в итоге продают. То есть процент высчитывается, если этот процент превышает, то, соответственно, уже нарушение у предпринимателя. И к нему будут приняты меры прокурорского реагирования. В прошлом году минимальный жизненно важный перечень медикаментов был увеличен в связи с пиком пандемии. Ну, у нас вот идут камбилибены до 8 градусов. Ну, там до 8, до 15. Внизу до 20. Кристина Каширина, Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Программа «Арктический гектар» должна быть направлена на проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Необходимо учитывать и интересы коренных малочисленных народов Севера.
Такое мнение выражает экспертный совет проектного офиса развития Арктики. Кроме этого, есть необходимость систематизировать меры поддержки получателей гектаров в арктической зоне, потому как уже существуют варианты помощи как региональные, так и федеральные. Возможно создание механизма единого окна для поддержки участников программы, а также усиленное информирование о существующих мерах, отмечают эксперты. Более 4500 заявлений на поступление в первый класс подано в школы Якутска. По информации Управления образования столицы, в первый день приема заявлений от родителей поступило множество телефонных обращений. В основном вопросы, связанные с заполнением бланка электронного заявления, а также с указанием преимущественного права приема. В ведомстве напоминают, что в случае, если заявителям не указано данное право, необходимо обратиться непосредственно в образовательное учреждение и предоставить подтверждающие документы, чтобы оператор школы мог своевременно внести правки. В Мирном учащиеся первой школы уже на протяжении нескольких лет являются участниками экологических движений. Подробнее о зеленых пионерах и их деятельности узнавала Марферина Алексеева. Отряд «Зеленых пионеров» существует в школе с 2016 года. Идея привлечь ребят в ряды крупнейшего экологического движения принадлежит Татьяне Викторовне, учительнице начальных классов. Уже второму выпуску преподаватель прививает любовь к природе. Формирование, конечно, такого бережного, уважительного отношения к окружающей среде – это природа. Потому что мы зависим от природы, наша жизнь. Первое – это у нас экологические акции. Убираем мусор. Дальше посадка 21 мая – это день посадки леса. И садим саженцы, кустарники не только возле школы, но и по городу. Активное участие в деятельности класса принимают родители. Во время каждых сезонных каникул родители организуют выезды в парк «Живые алмазы Якутии», где ребята проводят исследовательскую работу, кормят и общаются с животными. А в прошлом году сотрудники парка построили учащимся теплицу. Ребята уже взращивают рассаду, в дальнейшем снова поместят ростки в теплицу. Выращиваем огурцы, помидоры, перец. Вот. Дальше цветами занимаемся, благоустройство. Ну и, конечно, исследовательская работа по выявлению лекарственных трав. Радует, что программа объединения отзывается в ребятах не только словом, но и делом. Когда я гуляю с собакой, я всегда вижу мусор или что оставляют собаки. Я могу взять целлофановый пакетик, или просто пакет убрать руками. То есть я хочу помочь природе и сама я убираю за своей собакой, чтобы не мешать почве расти. Как оказалось, помимо «Зеленых пионеров», в первой школе также есть юные экологи движения 4 Б-класс. Сейчас мы находимся в их классе и рассматриваем такой интересный проект. Арина, расскажи, пожалуйста, что за проект, что за сумка у тебя в руках? Эта сумка создана для того, чтобы не загрязнять природу. Она живет очень долго, и если она порвется, ее можно зашить. А если обычные пакеты, которые могут загрязнять природу, они дают вред. Юные экологи – это молодое движение параллельного 4 Б-класса. В прошлом году Кюней Иннокентьевна начала активно воспитывать в своих учениках экоответственность. Помимо участия в различных конференциях, ребята собирают батарейки, крышки, шьют эко-сумки и действительно пользуются ими. Эту коробку мы сделали для того, чтобы собирать батарейки и пластиковые крышки. После этого мы сдадим их в Челябинск на переработку. Один раз мы уже сдавали батарейки. У нас получилось 7,5 килограмм. Это около 300 штук. Мы юные экологи, нам нравится это делать. В следующем месяце, когда учащиеся будут снова озеленять улицы города, ряды «Зеленых пионеров» пополнятся новыми ребятами. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Якутске начали разработку единой концепции озеленения. Сегодня этот вопрос решается высадкой однолетних цветов и кустарников. Единой концепции пока нет, зато некоторые жители города разрабатывают свои варианты озеленения столицы. Например, Николай Кудрин предлагает выращивать вдоль городских улиц пальмы. Возможно ли это? Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Вырастить настоящую теплолюбивую южную пальму в наших северных климатических условиях, конечно же, нереально, но ей вполне можно найти достойную замену. Сплести вот такую вот иву. Посадить ее можно как у себя на участке, так и украсить столичный ландшафт. Николай Кудрин – учитель труда во Дворце детства. Он известен не только как местный кулибин, изобретающий лодки и мотоциклы. С прошлого года вместе с внуком придумали новое хобби – плести из прутьев ивы настоящие пальмы.
не огородник, никто. А так мечтаю, конечно, но у меня ничего не получается с огородами. Может, с сорняком подружусь, как бы. Живое плетение – это новое направление в дизайне. Придумали ее датчане. Семейная пара Браун. Супруги вдохновились тем, что лоза ивы очень быстро укореняется в земле и хорошо гнется. В Якутске это один из самых популярных видов озеленения. Разрастается быстро, причем декоративности никакой не несет. Тальника у нас в городе очень много, везде растет, везде топчут люди, режут, бросают. А так можно, вот, оказывается, вот таких декоративных селях тоже использовать. А собираете где? Ну, далеко иду с населенных пунктов, как бы, потому что, ну, некрасиво, когда вот так рядом с людьми резать, как бы, зеленое это. На островах в основном. 12-летний Сулус – главный дедушкин помощник. Совсем недавно они придумали мотоцикл, который может ездить по льду, а еще канадскую лодку и самокат. Идей много, сложнее воплотить их в жизнь. Но с дедом все по плечу. Мне интересно проводить время с дедом. Ну, помогаешь деду? Но я помогал чистить от корешков. В начале весны Николай с внуком собирают ветки ивы. Для плетения они должны быть не только одинаковой высоты, но и ширины. Тогда ствол получится аккуратным. Высаживают их в землю, когда ветки дадут первые корни. Затем аккуратно начинают плести. Мы ставим по 4, а вот тут я по 6 делал. Вот. Видите, да? Уже совсем скоро на ажурном стволе появятся первые побеги. Когда крона станет пушистой, ее подстригут, придадут форму. С приживаемостью также нет проблем. Все мы знаем, насколько это устойчивые к разным вредным факторам растения. Но за живым стволом нужен тщательный уход. Года 5 или растут вроде бы. Так, в интернете читал. Дольше они сохнут, что ли, или болеть начинают. Ну, можно, если горшочка, конечно, не жалко. Раз взял, бросил, да, другую поставил. Простоят ли такие деревья много лет для украшения столичных улиц, Николай не знает. Нужно еще изучать путем проб и ошибок. Но если идею удастся воплотить в жизнь, простое хобби станет вполне удачным вкладом в озеленение столицы. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В постоянном представительстве Якутии в Москве впервые сдали нормы ГТО. Акцию приурочили к Году здоровья и 90-летию создания Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивная программа фестиваля состояла из 4 тестов. Экспертами выступили сотрудники Центра ГТО Северо-Восточного федерального университета. Участники, сдавшие нормативы, получили знаки и удостоверения. Отметим, что в акции могут принять участие не только сотрудники постпредства республики, но и представители якутского землячества, проживающие в Москве. Самое главное, что победа над собой. ГТО наши выполняют нормативы наши бабушки, дедушки и наши родители. Сейчас мы будем передавать свои нормативы к своим детям. Это могу назвать как наследие, уже есть история. К этому часу это вся информация. Не забывайте носить маски, соблюдать дистанцию в общественных местах. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.